Грузинская национальная валюта лари после 17 августа становится мягче с каждым днем. Тогда многие думали, что российский кризис не повлияет на экономику республики. Однако вскоре прекратился экспорт, а также поступление инвестиций иностранной валюты. Эти факторы вызвали сокращение валютных резервов страны. Согласно данным Госдепартамента по статистике, объем золотовалютных резервов Национального банка в сентябре-октябре текущего года сократился на 45 миллионов лари и составил 130 миллионов. И хотя, по мнению экспертов, девальвация не выходит за пределы нормы, жители республики становятся свидетелями того, как с каждым днем курс доллара ползет вверх. Если еще в сентябре на 10 лари можно было купить 2 головки хорошего грузинского сыра, то сегодня едва ли хватит на половину. Средняя семья может жить за 300 лари в месяц. Мы никак не можем протянуть без долгов. Всегда каждую зарплату мы встречаем с долгами. Потом расплачиваемся просто этими зарплатами, только отдаем все эти наши долги. Необходимо учесть и тот факт, что в республике с июня месяца не выдавали зарплаты, пенсии и другие пособия. Задолженность по выплатам составляет колоссальную сумму, которую покрыть правительство сегодня не в силах. Хотя по теоретическим расчетам специалисты не исключают возможность покрытия дефицита госбюджета. Исходя из реальных экономических расчетов, только в виде налогов в течение года можно было собрать по крайней мере 1 миллиард 200 миллионов лари. Однако это лишь цифры. А в настоящее время кресло министра финансов вакантно. 28-летний экс-министр Михаил Чкуасели, увы, не справился. По словам Чкуасели, он взял на себя осуществление функций борца с коррупцией, и в результате ничего не получилось. Что же, с учетом создавшейся ситуации, президенту и парламенту придется хорошо подумать, прежде чем утверждать нового министра. Георгий Чумбуридзе, Малхас Асламазишвили. Специально для программы «Вместе» из Тбилиси.